Вы слушаете «Бизнес ФМ». Музей-заповедник Болдина не стал федеральным, как обещал Мединский, а идея открыть там трактир и спустя 8 лет не находят поддержки. Вопрос о придании литературно-мемориальному природному музею-заповеднику Болдина федерального статуса остается открытым, хотя 1,5 года назад министр культуры России Владимир Мединский заявлял, что с 2015 года Болдина будет передан в федеральное подчинение. Напомним, с 1 января 2014 года органам местного самоуправления были переданы 10 учреждений культуры, среди которых 7 музеев, в том числе и музей-заповедник Болдина. Такое решение поначалу вызвало волну негодования. 26 представителей культурной и научной общественности подписали письмо против перевода Болдинского музея. В нем отмечалось, что муниципальные власти не смогут содержать такой объект мирового культурного значения. После аудита деятельности музея в Минкультуры пришли к выводу, что он успешно развивается, но есть ряд проблем, для решения которых нужна федеральная поддержка. Сообщалось, что в 2014 году господдержка музея составила 35 миллионов рублей. Объем финансирования в 2015-м сократился на 1,5 миллиона, а встречи с Мединским по вопросу придания музею федерального статуса пока результата не дают. Об этом «Бизнес ФМ» рассказал директор музея-заповедника Болдина Юрий Жулин. Обещаний наслушался столько, что на свои деньги живем пока. Да вот мы собираем строить трактир пушкинского времени, и тут 1000 проблем возникло сразу. Есть проект, кухню пушкинского времени. То есть что Пушкин ел? Вот печеный картофель, гречневую кашу, пожарские котлеты и так далее, так далее. Проект готов. Строительство займет времени полгода. Да мы готовы хоть сейчас начать. Если бы мне сказали можно, мы бы построили через 2 месяца. Впервые об идее открытия трактира, специализирующегося на любимых блюдах Александра Пушкина, Жулин говорил еще в сентябре 2007 года. Предполагалось, что он появится на территории музея в 2010-м. Проект строительства трактира на территории усадьбы Пушкина в Большом Болдине, который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, нарушает законодательство. По указу президента музеи-заповедники имеют право организовывать точки общепита на принадлежащих им территориях, но это не должно быть капитальное строительство, пояснила активистка общественного движения «Спасград» Анна Давыдова. Директор заповедника не обязан знать законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия. Он для разъяснения идет к чиновникам. И, в принципе, Хохлов из Управления государственной охраны объектов культурного наследия должен был объяснить Жулину, что у нас по закону строить на этой территории совершенно нельзя. Но вместо этого Хохлов выделывает замечания в отношении фасадов, просит несколько перепроектировать художественные решения, но не говорит Жулину, что окончательное строительство на этой территории невозможно. И получается, что Хохлов нарушает законодательство. Согласование он выдал уже. Там пишет: не возражаем против строительства на территории объекта культурного наследия федерального значения. Давыдова признает, что на муниципальные деньги музею сложно выжить, а трактир там хотят открыть, чтобы получать дополнительный доход. Но, по мнению активистки, этот фактор не должен быть оправданием для нарушения законодательства. Управление Министерства культуры по Приволжскому федеральному округу уже проводит проверку по факту предполагаемого строительства трактира на территории усадьбы.